прямом эфире «Чеченские вести». Я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы рассказать о самых значимых событиях. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 24 ноября. Покоренные сердца. Дни чеченской культуры прошли в Татарстане. Исторический диалог. Совсем скоро здесь соберутся те, кто ровно 20 лет назад способствовал стабилизации обстановки и восстановлению жизни на чеченской земле. Депутаты первого созыва парламента собрались накануне юбилея. Новый формат. Первые версии плова готовили еще в Древней Персии, больше 2000 лет назад. Его любили путешественники и воины, потому что одно блюдо заменяло целый стол. В Грозном впервые состоялся гастрономический фестиваль «Пловфест». Отряд АИДа спецназа «Ахмат» ликвидировал укрепленную позицию в Сумской области. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. В ходе выполнения боевой задачи выведена из строя минометная точка противника, а также полностью демонтирован вражеский блиндаж. Операция проводилась с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. По данным командования, все намеченные цели успешно поражены. В Грозном под председательством премьер-министра Магомеда Даудова обсудили укрепление экономического потенциала населенных пунктов, которые определены как точки роста региона. Особое внимание уделили состоянию жилья, дорог и инженерных сетей. Отдельно рассмотрели готовность к зимнему периоду, работу коммунальных служб и вопросы энергоснабжения. Финальным блоком стали проблемы и перспективы газовой инфраструктуры. На заседании подвели промежуточные итоги ее консолидации и обозначили шаги по повышению надежности поставок. Подводя итоги совещания, соответственно, мы можем сказать о том, что в рамках исполнения поручения главы нашей республики, уважаемого Равзана Ахматовича, в сфере строительства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики реализуются мероприятия жизненно важные для нашего населения. Соответственно, по всем направлениям было отмечено, что работа ведется с положительной динамикой. Соответственно, обозначены ключевые вопросы, на которые необходимо обратить особое внимание, и даны соответствующие поручения. В дальнейшем уже будем во взаимодействии с органами муниципальной власти, с другими заинтересованными ведомствами и организациями будем продолжать соответствующую работу. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров проверил ход работ по комплексному благоустройству улицы Абдалы II бен Аль-Хусейна. Градоначальник подчеркнул, что магистраль имеет ключевое значение для инфраструктуры города, поскольку вдоль нее расположены и социальные объекты. В рамках проводимых работ будет полностью обновлено дорожное полотно, заменен бордюрный камень и благоустроена прилегающая территория. Туристический маршрут лестница небеса Албуич вода. Он города и нового района почва дахайкан инзет адуичту по улице расширить обновить ар улица обновить побеж халдер цундер ажа мелакач суна ой да мы горфас бол да беше меласих чакбах без на пропуш соблюдает стандарты социализации. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова поощрил волонтеров денежными премиями за их многолетний труд. Помощник мэра Грозного Хаважи Хаджимурадов передал средства активистам, которые на протяжении 6 лет занимаются благоустройством общественных территорий. Он поблагодарил их за самоотверженную работу, подчеркнув, что такие инициативы служат важным примером ответственности и любви к природе. На счету команды уже более 30 благоустроенных участков. Ребята планируют продолжать работу и дальше. Национальные танцы, вокальные номера и хореографические постановки. В Казани состоялись Дни чеченской культуры. Каждый номер – олицетворение художественного богатства и эмоциональной глубины горцев. Также состоялась и выставка «Культурное наследие. Взгляд сквозь поколения». Более 100 предметов из фондов Музея Чеченской Республики были представлены. Проект направлен на культурный обмен и укрепление связей между народами. Репортаж Мадины Кураевой.
Виртуозность, энергия и гордая осанка артистов покорила зал. В их исполнении традиционные лезгинка и другие народные танцевальные номера. Они показали настоящую хореографическую поэму о духе, истории и гостеприимстве Чеченской Республики. В сердце Казани зазвучали ритмы Кавказа и ожили многовековые традиции чеченского народа. В рамках укрепления культурных связей между регионами в столице Татарстана прошли Дни культуры Чеченской Республики. Два главных события – концерт легендарного ансамбля «Войнах» и масштабная выставка в стенах Казанского Кремля стали ярким диалогом двух самобытных культур. Приветственный адрес от главы Чеченской Республики зачитал министр региона Иса Ибрагимов. Это значимое событие служит символом единства и дружбы между народами нашей многонациональной страны. Сегодня мы собрались здесь, чтобы продемонстрировать богатство и многообразие культур, которые составляют уникальную мозаику нашей Родины. Чеченская Республика гордится своим культурным наследием, которое на протяжении веков формировалось под влиянием исторических событий, традиций и обычаев. Наша культура – это не только песни и танцы, но и глубокая философская идея, отражающая мудрость нашего народа. Дни культуры Чеченской Республики – это прекрасная возможность познакомить вас с нашими традициями, искусствами и ремеслами. Мы искренне рады поделиться с вами тем, что делает нас уникальным и неповторимым. Фестиваль национальных культур – это не только площадка для демонстрации культурного наследия, но и возможность укрепить связи между народами, обменяться опытом и идеями. Мы можем в одной стране, где каждый народ вносит свой вклад в общее дело – создание мирного и процветающего общества. Поэтому важно помнить, что именно в нашей разнообразии заключается сила России. Хочу выразить благодарность организаторам фестиваля за их труд и усилия по созданию этой уникальной платформы для общения и сотрудничества. Уверен, что Дни культуры Чеченской Республики в Казани оставят яркие впечатления в сердцах всех участников и гостей. Желаю всем успехов, вдохновения, незабываемых моментов на нашем празднике культуры. Пусть этот фестиваль станет новым шагом укрепления дружбы и взаимопонимания между народами Чеченской Республики и Республикой Татарстан. С уважением, глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Параллельно в Казанском Кремле развернулась выставка, которая позволила гостям прикоснуться к наследию региона в буквальном смысле. Уникальные экспонаты от древних артефактов и изящных ювелирных изделий до работ современных мастеров рассказали свою историю. Гости смогли проследить, как традиционные мотивы находят воплощение в сегодняшнем дне, укрепляя связь времен. Все это дает представление о том, что народные промыслы сохраняются, да, что сохраняются и раритеты, которые пришли из более ранних веков. И великолепно, что приехали мастера, которые могут рассказать о ковроткачестве, о ювелирном искусстве, о керамике. Да. И это, конечно, очень интересно. Как отмечают организаторы, эти мероприятия – важный шаг в укреплении межнационального согласия и популяризации культурного разнообразия России. Нам очень приятно, что братский народ Татарстана так нас радушно принял, что мы можем показывать свою культуру, рассказать, как Чеченская Республика жила веками, какую культуру она сохранила. Благодаря нашим мудрым руководителям регионов сегодня и Чеченская Республика, и Татарстан – братские народы. Мероприятие длилось 2 дня и доказало, культура – самый прочный мост между народами. Стоит отметить, что выставка еще продлится до 8 декабря. Мадина Кураева, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Депутаты первого созыва чеченского парламента собрались, чтобы вспомнить переломный период в жизни республики. Законодательный орган скоро будет отмечать юбилей. Первые выборы состоялись в 2005 году. Несмотря на короткую историю регионального парламентаризма, она весьма насыщена и интересна. О работе исторического созыва Медина Мударова. В 2003 году в Чеченской Республике приняли Конституцию и закон о выборах в парламент. Первые выборы прошли 27 ноября 2005 года. Изначально парламент был двухпалатным, а в 2008 году стал однопалатным. Депутаты первого созыва, приступившие к работе в один из самых сложных периодов новейшей истории, сыграли ключевую роль в формировании законодательной базы, необходимой для восстановления конституционного порядка. Парламент регионов в те годы выполнял и принимал региональные законы, утверждал бюджет, контролировал исполнительную власть и
представлял интересы населения. Совсем скоро здесь соберутся те, кто ровно 20 лет назад способствовал стабилизации обстановки и восстановлению жизни на чеченской земле. Они вновь встретятся в теплой и дружеской обстановке в Национальной библиотеке имени Абузара Дамирова. Встреча собрала тех, кто стоял у истоков становления современной правовой системы республики. Участники встречи обменялись воспоминаниями о первых шагах законотворческой деятельности и обсудили вызовы, с которыми приходилось сталкиваться при принятии судьбоносных решений, а также отметили достижения, которых удалось добиться республике за прошедшие 2 десятилетия. Парламенту перечень вопросов, подлежащих рассмотрению президента, вопрос экономик, нахен компенсации, таможенные ограничения, пенсия, и пенсия в минимальном размере. Также собравшиеся особо подчеркнули, что работа первого созыва заложила прочный фундамент для дальнейшего развития Чеченской Республики. Для всего нашего народа, для всей республики, вот это событие, выборы в парламент Чеченской Республики после долгого перерыва, это было громадным событием, и были очень серьезные надежды на то, что этот парламент сумеет создать такие условия жизни, после которых люди будут жить нормальным образом. У нас будет свой парламент, у нас будет свой президент, у нас будут законы, в соответствии с которыми будет жить все население. Все они, несмотря на то, что они представляли различные политические силы, все они, конечно, болели за Чеченскую Республику, за тот народ, который пережил эту трагедию 2 войн и надеялся на лучшую жизнь в будущем. Присутствующие выразили уверенность в том, что опыт и мудрость депутатов первого созыва будут служить важным ориентиром для нынешнего состава парламента Чеченской Республики. Медина Мударова, Мусар Хаджиев и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. 5 пассажирских подвесных канатных дорог, 14 километров горнолыжных трасс и система искусственного снегообразования создается на курорте Ведучи. Особое внимание уделяется монтажу опор уникальной канатки Ведучи Лейд-1. Она протянется почти на 5 километров, соединив горные пики 2 склонов хребта. О том, на какой стадии находятся работы, в репортаже с Высогорья. Ведучи Лейд-1 – уникальная канатная дорога, которая не имеет аналогов в мире. Уникальность заключается в безопорном участке длиной 4 километра. Максимальный пролет над ущельем составит 3 километра, при этом кабины будут проходить на высоте более 300 метров. ВЛ-1 – самая большая канатная дорога. Она свяжет горные пики южного и северного склонов горы. Ее протяженность 4,5 километра, пропускная способность в час 32 человека. Всего 18 кабинок. Для них предусмотрен гараж. Помимо канатной дороги, курорт активно строит еще 4 подъемника вместимостью от 4 до 6 человек. Некоторые из них уже натянуты, другие находятся на стадии завершения. Вот это гараж кресел ВЛ-4. Она уже на стадии благоустройства, благоустраиваем. Вот это операторская. Отсюда будет подниматься. Здесь может человек на лыжах спуститься, можно на канатной дороге обратно поехать. Лыжных трасс тут 14. Внизу тоже есть, ВЛ-1 есть, ВЛ-2 есть, там тоже благоустраиваем, докрашиваем. Всего 5 канатных дорог планируется запустить в течение 2026 года. Будут и горнолыжные трассы. На объекте устанавливается освещение, пушки. Здесь также установлены вот такие снегодержатели. Они, соответственно, удерживают большое количество снега и защищают от обвала. Осталась установка буквально пары столбов, и работы уже можно считать завершенными. Но развитие курорта не ограничивается только подъемниками. Одновременно ведется строительство 2 ресторанов с панорамными крышами. На южном склоне возводится гостиничный комплекс, а также завершены шале, ожидающие ввода в эксплуатацию. Комплекс канатных дорог позволит создать более 300 рабочих мест. Медина Мударова, Шамсудин Джабраилов и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. В высогорном селении Тазинкала Веденского района провели масштабный экологический субботник. В нем приняли участие более 300 выходцев этих мест. Они очистили территорию от сухостоя и заросшей травы. В числе волонтеров представители республиканской власти. Репортаж Турпала Тайсумова.
Свыше 300 человек вышли на масштабный субботник в селе Тазинкала Веденского района. Участники из Тайпа-Центарой. Они расчищают местность от сухостоя и заросшей травы. При этом помогая друг другу, следя за порядком. دقي قوتشتنا صودي حواي ميختا دال عاش ولا شديني أدقوا يشا أدمي سين برتو تبوش بول توم ظلم شادقي لردي شوي عاش تش حوش ولا يشتوي ميختا دال عاش ولا ريس خلتو شيء موقع تاني اللي البيش دوش تاني يدكي أي خزاعي على سون أمر ساتانا وخلاص إحنا دايما خلاص إحنا يشتا سبوتنا كل حدا إحنا دوي يسبوتنا بوش ولا أصلا خا Dünya çok payet bolsun, kıymetlerine payet bolsun. Dünya bolsun payet bu yaşa, niye ahsatan bolsun, ne oluyor şu kol sayıyoruz, üst sayıyoruz, adam boş ket, boş sana belki bu kirir kol sayıyoruz, ahdel do hay, bol bir çan kıymetlerine dal hondikans bir yakın bir bu otsla bok payet boş, duyuz. Biz siloş dala, kit o zamanla, ugur hala ve mekta dal aş ve şu iş vakam dal. عاشتيشة إشتا أوكرانيا بولوجي ديل دو حوشو توام تبعيد ديل دو حوشو وجي ديل عاش بودال ديا بيركتي وغدير يسلم مسانا خالباك إن شاء الله. В числе участников благородного дела и официальные лица, прибывшие в данную местность. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики по силовому блоку Абузейд Висмурадов поблагодарил каждого, кто прилагает руку к наведению чистоты на исконно родных землях. Несмотря на труднодоступную местность, волонтеры пришли в установленное время и не расходились, пока не довели все до идеала. За много лет здесь образовались заросли вдоль всей дороги. Волонтеры убирают все, от маленьких кустиков до больших деревьев. Очень эффективно и сплоченно. Хасамбек Товсултанов прожил в этой местности 40 лет из своей жизни. Видя то, как облагораживается родная местность, становится приятно на душе, отметил он. После кропотливого труда для всех участников были приготовлены столы с яствами. Зону отдыха, к слову, тоже построили совместными усилиями, благодаря поддержке региональной власти, чтобы людям было где собраться для красивого отдыха на природе. Турпа, Лолита Исумов, Ислам Нацуров и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Плов-фест в Грозном – это мастер-классы, дегустации, яркое гриль-шоу. Главный акцент на гастрономическом фестивале сделали на приготовление огромного праздничного плова. Известные рестораны соревновались за внимание гурманов, а местные производители продемонстрировали свою продукцию. О вкусах и атмосфере праздника Лимда Джамалдинова. В эти выходные Грозный накрыло ароматное облако из зиры, барбариса и жареного мяса. Здесь не только готовили вкусный обед, но и варили большое количество плова для всех желающих. На первый в истории города плов-фест собралось более 6000 человек как с региона, так и за ее пределами. Мы приехали с семьей вчера с города Астрахани. Даже неожиданно, но попали на такой праздник. Здесь очень весело, круто. Пробовали стейки. Сейчас на готове плов у нас готовится сейчас. 6 ведущих ресторанов города сошлись в кулинарной битве. Их задача не только накормить тысячи гостей, но и показать свое мастерство. Помимо плова гости пробовали стейки, а столы были накрыты напитками, сладкими угощениями и фруктами. Но главным героем дня был именно рис с мясом. Рис – это из Узбекистана. Высший сорт харазимский, самый высший сорт рис. Морковка тоже из Узбекистана, изюм и масло тоже, згыр называется, тоже из Узбекистана. Все это внутри что есть. На площадке также были представлены ташкентские национальные сладости. Каждое угощение готовилось по старинным рецептам, сохраняя аутентичный вкус и изящную форму. Вот это вот наша национальная узбекская халва, она вот готовится на сухом молоке, сухое топленое молоко.
Вот здесь этот миндаль, орешки, потом этот фисташки смешиваются, и вот такое национальное блюдо получается. Потом вот это вот тоже получается этот семечки, они с медом перемешиваются. И вот здесь кунжут тоже. Мастер-классы от шефов собрали аншлаг. Повара показывали, как добиться того самого вкуса, раскрывали зрителям профессиональные хитрости. Всем желающим было продемонстрировано, как работать с грилями, управлять температурой, добиваться идеальной прожарки стейков и готовить правильные гарниры. Первые версии плова готовили еще в Древней Персии, больше 2000 лет назад. Его любили путешественники и воины, потому что одно блюдо заменяло целый стол. Самый известный миф гласит, что великий полководец Александр Македонский попробовал плов в Самарканде и настолько впечатлился, что приказал готовить подобное блюдо у себя в войске. Идея фестиваля родилась из простого жеста. Традиции магазина «Ваш отдых» угощать пловом гостей. Владельцы решили корпоративный обычай перевести в общегородской праздник. Мы любители плова. И часто для себя, для своих гостей и клиентов у нас такая традиция готовить плов на большом казане. И каждый раз желающих прийти на наше мероприятие, где мы готовим плов, чай, бывает больше и больше. На этот раз мы решили сделать мероприятие такого регионального масштаба. И так как у нас не было еще фестиваля про плов, решили назвать это Плов-фест 2025, первый в СКФО. Все это мы организовываем вместе с командой «Ваш отдых» и «Башня комфорта» при большой поддержке Министерства туризма Чеченской Республики в лице Муслима Байтазиева. Кроме того, здесь был организован конкурс на выбор лучшего рецепта. Оценивала известный шеф-повар Чеченской Республики, многократный чемпион мира по кулинарии и посол чеченской кухни на мировой арене Хадижат Мавлатова. Лучшим оказался ресторан «Огни Ташкента». Успех вдохновил создателей фестиваля на новые проекты. Они уже пообещали сделать плов-фест ежегодным. А следующим событием может стать региональный стейк-фест. Его планируют провести после Рамадана в 2026 году. Лимта Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Сайтелим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. 24 лучших студенческих команд по волейболу встретились в Грозном. Они сражались за главный трофей – Кубок студенческой волейбольной ассоциации. Турнир – заметное событие в спортивной жизни и важная часть молодежной повестки страны. Среди участников и команда хозяев – Чеченский педагогический университет. Имена триумфаторов знает моя коллега. Волейбол в Грозном – традиция с особой историей. На этих кадрах грозненские волейболисты 60-х. Старый спортзал, плотные ряды зрителей и команда, которая уже тогда задавала тон игре. Все это стало частью спортивной истории города. Стадион имени Султана Белимханова, который ранее назывался «Динамо», в 1947 году именно здесь прошел 10-й чемпионат по волейболу среди женщин. Настоящее историческое событие для спорта региона. Представьте, послевоенный Грозный, 12 сильнейших команд страны собираются, чтобы узнать, кто самый лучший. И в том же году московская «Динамо» впервые за свою историю отыгрывает золото у «Локомотива». Спустя десятилетия Грозный вернулся в большой спорт уже по-другому. В 2017 году здесь открыли современный дворец волейбола. Ленту тогда перерезали глава Республики Герой России Рамзан Кадыров и помощник президента страны, глава наблюдательного совета Всероссийской Федерации волейбола Николай Патрушев. С этого момента город стал принимать крупные соревнования. И вот финал главного студенческого турнира страны. И он выполнил то, что обещал. Дворец спорта построен, он качественный, прекрасный. И здесь могут заниматься и те, кто является спортсменами высшего мастерства, и те, кто только будет приобщаться к спорту. В финал пробили сильнейшие – 12 мужских и 12 женских команд со всей России. Для многих это первое знакомство со столицей Чеченской Республики. К примеру, студенческая сборная из Екатеринбурга между тренировками с удовольствием открывает для себя гостеприимство и красоту Грозного. Замечательный город. Великолепные виды открываются со смотровой площади. Просто мы потрясаем. Я в фантастическом восторге от видов и от всех видов. От видов со смотровых площадок, от видов на мечеть. Это все прекрасно и чудесно. Но все прогулки заканчивались с первым свистком. В женском финале сошлись два титана – Российский экономический университет имени Плеханова и Ленинградский государственный университет имени Пушкина. Победу москвичей, а на площадке искренние эмоции, радость и объятия. Получилось так, что за
долгие годы, когда Всероссийская Федерация, Ассоциация студенческого волейбола проводит вот такие финалы. И в Грозном на сегодня этот финал лучший. Это признают все участники и организаторы. Это благодаря многим факторам. И помощи Российского студенческого спортивного союза, и Министерства образования. Но прежде всего это заслуга именно того, что финал проходит здесь, в этом дворце спорта, в этом городе Грозный. Спасибо. Спасибо всем, кто помог. У мужского финала совсем другая динамика. Чеченский государственный педагогический университет играл дома под мощную поддержку трибун. Хозяева с первых минут пытались давить подачи и боролись за каждый мяч. Но Тамбовский государственный университет действовал профессионально. Блоки, точные передачи, уверенные связующие. И в итоге они переломили игру, забрав себе золото. С командой Грозненского педагогического университета мы, в принципе, знакомы уже давно. Они регулярные участники всех наших студенческих соревнований. Не только Кубка студенческой волейбольной ассоциации, но и всероссийских соревнований, даже, возможно, универсиады. Поэтому это не новость. Мы с ними уже давно знакомы. А вот с Грозным и с Чеченской Республикой мы все познакомились действительно впервые. Вот. И, в принципе, по общему мнению команд, мы приятно удивлены радушием и гостеприимством, с которым мы здесь столкнулись. После матчей прошла церемония награждения. Кубки, медали и призы лучшим игрокам вручал заместитель министра спорта региона Хусейн Абдулкеримов и генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола Александр Еременко. Золотые конфетти посыпались сверху, когда победители с гордостью поднимали свои трофеи. Эмоции шикарные, достойная игра, достойные соперники, своя общая игра, командный дух. Все это на высшем уровне. Очень нам нравится ездить на СВА каждый год. Мы ехали сюда защищать свой титул, поэтому ехали с определенным настроем. Все, что задумали, у нас получилось. Город, который хранит память о волейболе прошлого, успешно принял новое поколение игроков. Следующий сезон начнется совсем скоро. Но теперь Грозный точно задал планку намного выше. Рабиат Гайтиева, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах.